Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Life. И сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, какая работа вам подходит. У нас с вами будет 3 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, у нас будет 3 позиции именно потому, что расклад объемный. В каждом раскладе по 7 вопросов. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на индивидуальные расклады, консультации и ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены, и мы с вами обязательно поработаем. Обычно мои расклады идут голосовыми сообщениями в WhatsApp, но также для вас я могу записывать индивидуально видео на YouTube по закрытой ссылке. Итак, первая брошка, вторая брошка и третья брошка. Гадание онлайн на Таро. Какая работа вам подходит? Итак, я убираю последние 2 позиции, а первую мы оставляем, с нее и начнем. Итак, наша первая карта. Какая работа принесет вам удовольствие? Вышла карта 4 кубков. Ну, вы знаете, вот 4 кубков – это карта человека, пресытившегося жизнью, скучающего, апатичного. Тот, кто действительно не знает, а что же ему принесет в жизни удовольствие. Какая работа бы ни была, вам хотелось бы не быть активным человеком, а посидеть, полежать, сделать просто там свои какие-то раздумья. А может быть, вы человек довольно медлительный, а может, вы долгое время в жизни, получается, не были в активном состоянии, да? Может быть, вы привыкли к замедленному темпу жизни. А бывает так, что вы уже себя как бы попробовали в разных абсолютно областях, но ни одна из этих областей вам не подошла. Бывает такое, очень часто бывает, что 4 кубков показывает, человек ищет себя, ищет, и вроде как сначала ему нравится работа, ему все устраивает, да, но потом раз, и человек опять от нее устает, и ему опять все не нравится, да. Бог каждый раз протягивает вам кубок с неба, чтобы показать, что Он дает вам новые возможности. Но при этом вы как будто бы не всегда этот кубок берете, да? Однако все-таки карта иногда показывает профессии. Например, вот как я ее могу видеть. Эта карта показывает, допустим, человека, который владеет чем-то, например, магазином. Он может продавать в этом магазине всякие товары для хобби, рисования, творчества. И тогда вы могли бы быть рады такой работе. То есть человек сидит, вот вы сидите, да, и продает, вот выставлены ваши товары. День за днем, час за часом, работа у вас, как говорится, такая ленивенькая, но при этом вы имеете свое дело небольшое, и у вас оно потихоньку идет. Карта также показывает, вот допустим, что в такой магазин не так уж часто и люди-то заходят. То есть, допустим, это какие-нибудь там сборные игры, может быть, какие-то интересные фигурки сейчас, которые очень модные, потом, значит, какие-то интересные манги, может быть, комиксы, какие-то идеи для рисования, всякие скетчбуки и так далее. Может быть, особенные канцтовары или значки. Вот. Все для хобби. И получается, что 4 кубков показывает именно, чтобы вам доставило, правда, удовольствие. Так это сидеть, особо ничего не делая, и торговать с малым количеством клиентов. Но когда человек приходит и правда интересуется вашей темой, вы вроде как активизируетесь.
Может быть, это какое-то шитье продавать, там, вот знаете, эти вышивки крестом. Кто ведь чем увлекается? Нитки для вязания, ткани, может быть, какие-то пяльца, там, нитки мулине, вот эти все. Какие еще хобби бывают? Мозаики, вот эти сейчас алмазные, да? Карты Таро, эзотерический магазин, кристаллы. Вот такое вот. Что-то такое, но именно в жизни существующее, как реальный объект. Да? Теперь посмотрим, кто вы по призванию на самом-то деле. Вы верховная жрица по призванию. Хорошая карта. Она показывает, что на самом деле вы еще просто, если учитывая 4 кубков, себя не совсем такие и раскрыли. Жрица – это все-таки человек, у которого есть способности, да, к эзотерике. И, может быть, вам на самом-то деле нравится эзотерика. Может, вы хотели бы увлекаться картами Таро, рунами, или, может быть, астрологией, а может быть, хиромантией, а может, нумерологией. Задумайтесь над этим. Ведь 4 кубков – это монотонная работа. А разбирать, допустим, нумерологические всякие штуки или там астрологические натальные карты – это тоже монотонная работа. И, может быть, вы относитесь к этой категории. Жрица определенно открывает для нас с вами вашу новую грань. И приятно удивляет, я бы сказала. То есть, когда мы видим эту вот жрицу, да, мы устанавливаем, что вы, оказывается, самородок внутри-то. Может быть, вы как раз-таки человек, психолог, может быть, вы с экстрасенсорными способностями, с ясновидением, да? Или оккультист какой-нибудь, кто интересуется черной, белой магией, магией крови или еще чем-нибудь. И в вас скрыт вот этот потенциал, который вы еще просто не распечатали. Или распечатали, но никому не сказали и не признались в этом. Вот. И, соответственно, вы по призванию-то ого-го кто. Также жрица, она очень любит книги. Может быть, вы по призванию человек, который много читает. Тот, кто много читает, может книжечку-то и написать. Поэтому у вас раскрывается здесь еще один талант. Книгочитание и книгописание. Может быть, какая-то публицистика, статьи, описание чего-то, ведение блогов. Тоже вариант. Вот видите, мы потихоньку ваш потенциал сейчас тут распечатываем. Дальше. Какую пользу вы можете принести обществу? Каждый из нас полезен обществу, помните об этом. 9 мечей. Кроме вас в этом мире есть люди, которые также сидят в 4 кубков и не знают, кто они и что они. Если вы разовьете в себе дар верховной жрицы, вы поможете этим людям самоопределиться в жизни. Вы поможете обрести себя, поможете раскрыть и их потенциалы. Вы можете помочь людям психологической помощью, может быть, картами Таро. Но самое главное – это ваша беседа. Также 9 мечей очень часто показывает швею или человека, который продает постельное белье, матрасы, изготавливает постельные принадлежности, а еще иногда очень хорошо разбирается в кофе, выращивает кофе, продает кофе или является баристой. Но вы знаете, иногда у каждого из этих людей есть способность при этом поговорить с человеком. Пришел человек за постельными принадлежностями и поговорил с вами, вы его выслушали. Пришел человек заказать кофе у баристы, а бариста с ним еще и поговорил. Понимаете? То есть это все может быть связано. Хорошо, смотрим наш следующий вопрос. Сможете ли вы хорошо зарабатывать? Королева Пентаклей, безусловно. Вы знаете, кто сдвинул прогресс? Трудолюбивые люди или ленивые люди? Как вы считаете? Двигают прогресс только ленивые люди. Объясню почему. Вот 4 кубков, я про нее, да? Потому что, когда человек, ленится, он пытается упростить свой труд. Для этого нужны мозги. Он развивает свой ум и понимает, что,
Я могу вот таким-то способом сделать такое-то приспособление, например, чтобы не копать, чтобы за меня копалка копала. Или как придумали колесо? Ну, надоело таскать на своей хребтине всякие тяжести, да? И человек придумал колесо, тачку, чтобы катить. Правильно? Это все придумали только ленивые люди, которым надоело много физически работать. Поэтому такой человек, он самый умный и может разбогатеть на самых простых вещах. Вы можете сделать деньги из воздуха, и эта способность по королеве Пентаклей у вас тоже есть, а потом стать довольно хозяйственным собственником бизнеса. Поэтому не бойтесь открывать магазин все-таки вашей какой-то хобби направленности. Это принесло бы вам успех. Смотрим дальше. Сможете ли вы расти в работе? Расти и развиваться, да? Король Пентаклей. Вы сможете стать королем в работе. А это значит, что у вас есть способность, во-первых, к предпринимательству, а во-вторых, самое главное, к богатству, к тому, чтобы занимать именно руководящее звено и богатеть. Конечно, вы вполне можете развиваться в работе, расти в работе. Еще и преуспевать и занимать самые высокие лидирующие позиции. Но также карты здесь показали некую пару. А это значит, что, может быть, ваша вторая половинка вам в труде и в работе поможет. Сначала вы жили вот в этой вот карте четверка Пентаклей, потом мы поняли, что у вас есть способности жрицы, потом мы видели, что вы людей можете исцелять, да, излечивать их раненую душу и помогать им встать на ноги, а еще и увидели ваш потенциал к богатству и к партнерству, к тому, чтобы вы могли еще и быть в отношениях. Интересно, вы перед нами тут раскрываетесь, интересненько. Дальше. Скоро ли вы будете работать на любимой вами работе? Вот. Скоро ли вы будете работать на любимой вами работе? Четверка Пентаклей. А у вас четверки, они вас преследуют в этом плане. Не больно-то вы расторопная личность. Однако мы здесь видим все-таки, да, что человек сидит рядом с бумагой. И он, держа, может быть, в руках даже ручку, чернила там, да, и что пытается что-то все-таки придумать и написать. Поэтому скоро-то уж точно не скоро, ну уж точно не скоро, да, но вы, по крайней мере, попытаетесь себя собрать в кучку и что-то сделать. Будете долго туго думать на этой теме, будете долго придумывать для себя что-то вот такое вот, как занятие, попробовать, может, расписать бизнес-план или расписать, какие цели вы преследуете сейчас в работе, чем вам заниматься на самом деле, как вам быть, что вам, ну, вот такое вот делать там и так далее. И, естественно, вы до чего-то, наверное, додумаетесь, но сказать, что это будет скоро, я этого не могу, конечно. Все в ваших руках, вы сами это понимаете. Но сейчас эта карта показывает аж январь. Поэтому тут вот вам надо поторопиться все-таки, я считаю, да, как-то взять себя в руки-то уже и немножко порасторопнее это дело-то совершать. Совет, как действовать сейчас? Вот как раз для вас. Девятка кубков. Ой, какая карта у нас девятка кубков. Она активных действий-то и не показывает. Вот девятка кубков – это как раз такая карта, которая говорит о том, что, опять же, о вашем тугодумстве вот этом. Может быть, оно вам на пользу, что ли, идет. И получается, значит, так и надо, что вы в таком медленном течении жизни живете, понимаете, в такой вот нерасторопности. Я бы уже, не знаю, вас уже веником бы по спинке, чтобы вы хорошо так начали уже действовать. Но не каждый человек в этом ритме живет, в котором я вам честно скажу, не каждый. И, соответственно, есть люди, у которых где-то там пропеллер жужжит, как у меня. Они терпеть не могут, когда рядом кто-то такой медленный, такой вялый, такой вот прям думаешь, блин, ну вот. А есть люди, у которых совершенно другие ритмы жизни, и они, соответственно, совсем по-другому себя и ощущают.
Поэтому, ну что ж, как говорится, ну что ж, значит, вы вот такой человечек. Вот. И карты Таро вам и не советуют сильно быстро действовать. Они наоборот говорят: ты подумай, поживи в свое удовольствие. Удовольствие от жизни надо получать, говорят карты, да? Именно надо получать, быть счастливым человеком. Вот позадумайся сейчас, что такое счастье для тебя. Потому что счастливым ты себя явно не ощущаешь. Вот это советуют тоже карты Таро по девятке кубков. Девятка кубков — это всегда счастливая карта счастливого человека, который хоть и живет в праведной лени, но все-таки он себя ощущает в этой лени очень счастливым и на своем месте. Помните об этом. Ну вот такая вот у нас первая с вами позиция. А мы идем с вами дальше. Позиции номер 2. Позиция номер 2. Наш стрекозинь. Ну, кто выбрал стрекозу, я считаю, что он не может быть сильно пассивным в жизни. Ну, не знаю, посмотрим, да? Какая работа вам подходит? И первая карта: какая работа принесет вам удовольствие? Пятерка пентаклей. Ну, здесь у нас фотограф снимает фотомодель, диву, да? И первое, что карта сразу же показала, это фотограф. Задумалась я. Тут есть еще и модель, да, с одной этой стороны. То есть есть фотограф, вы можете работать фотографом, это принесет вам удовольствие. Есть модель, вы можете работать моделью, это принесет вам удовольствие. Обработка фото, фотошоп, фотомодель, манекенщица, дизайнер одежды, макияж, визажист, прически. Все, что связано с индустрией красоты, художественный дар, художник. Что еще может быть по пятерке пентаклей в этой колоде? Все, что связано с искусством, с музеем, с культурой, с творчеством. В общем, у вас такая профессия, она именно, может быть, кино, театр, реклама, какая-то творческая профессия, да? Картины, рамки, оформление, дизайн интерьера. Конечно, это тоже все связано с этой картой. Совершенно точно, совершенно точно. Профессии тут вот такие вот, да, вот такие интересные. Я считаю, эта карта очень творческая в этой колоде, очень такая занимательная. И мое мнение, что она полностью раскрывает потенциал вот именно того, что принесет вам конкретно удовольствие по жизни. То есть то, что вызовет в вас реально желание это делать. Также в этой карте есть скрытая часть. Допустим, если человек занимается какой-нибудь фреской, скульптурой, или человек, допустим, очень любит благотворительность. Все-таки это пятерка пентаклей, поэтому, может быть, вам бы принесла удовольствие благотворительность. Ну, что еще тут могу сказать по этой карте, да, по пятерке пентаклей? Что все-таки вы человек как центральная фигура какая-то, которая любит публичность. Поэтому блогинг. Это принесет вам удовольствие, если вы будете заниматься профессионально блогингом. Любым. Абсолютно любым. Какой вам больше нравится. Все эти тиктоки, инстаграмы, ютубы и все вот это прочее. Это ваше. Хорошо. Кто вы по призванию? Ой, извиняюсь. Королева кубков. Ну, очень похоже, между прочим, это призвание. Я причем очень рада, что в королеве кубков все, что я перечислила выше, тоже заключено. Поэтому вам приносит удовольствие работа, которая вам подходит по призванию. Но также королева кубков — это еще и эзотерика, интуиция, экстрасенсорные способности. Вы это знаете, поэтому таролог, эзотерик, рунолог, хиромант, астролог и т.д. и т.т. и т.д., космоэнергет, там, рейки, мастер и все, что вот с этим связано, это тоже вам подходит по призванию. Вы к этому по призванию относитесь. Но также королева кубков очень сильно связана с индустрией красоты и омоложения. Поэтому все эти клиники по омоложению, косметологи, которые ставят уколы,
И пошло. Медсестры, врачи – это люди, которые помогают другим людям. Потому что в королеве кубков заключено милосердие. Более того, королева кубков очень сильно отражает иногда психологов. Ну и, естественно, людей, которые связаны с психологией, с психиатрией, а еще и с целительством, да. Ну и также она может соединяться с миром мертвых, то есть это может быть медиум. Более того, она очень сильно связана с музыкой. Вот представляете, может быть, вы связаны как-то с музыкой, косвенно или прямо, и чувствуете в призвании своем музыку, музыкант, певица. И тогда, конечно, что, может быть, вы по призванию вот в этой стезе. Многогранная, конечно, карта королева кубков, очень многогранная. Хорошо, смотрим следующий наш вопрос. Это мой авторский расклад, между прочим. Какую пользу вы можете принести обществу? Колесница. Это хорошая карта. Вы можете колоссальную пользу принести обществу. Вот все-таки это карта для общества настоящего-то прорыва. Поэтому вы влияете на общество очень позитивно и можете помочь людям совершить, допустим, прорыв в какой-то индустрии, науке, искусстве, сделать что-то кардинально новое, интересное в мире людей или сделать так, чтобы люди восхищались вашей работой, значит, она им очень полезна, да, то есть они видят в ней для себя помощь, чтобы они тоже в жизни чего-то достигали. То есть вы можете быть коучем, то есть человек, который определяет других в профессиональном плане и, соответственно, или имиджмейкер, да, то есть сильно делает людей лучше, стилист. Это прорыв в моде, прорыв в индустрии моды, красоты и, опять же, да, подиум и все такое прочее. Поэтому, конечно, колесница – это старший аркан и говорящий о том, что вы сильно влияете на общество. Конечно, очень часто колесница показывает, что человек будет идти, несмотря ни на что, к своим целям, и этим покажет пример другим. То есть ваш пример заразителен. Вы можете показать класс обществу, и люди по вашему примеру будут тоже идти вперед и тоже чего-то достигать. Хорошо, сможете ли вы хорошо зарабатывать? Следующий вопрос. Один из основных, да? Рыцарь жезлов. Ну, рыцарь жезлов все-таки показывает доходы, рост доходов, ну, скачкообразный, я вам скажу. И рыцарь жезлов для денег – это такая карта, ну, он показывает, что у вас есть потенциал к тому, чтобы наращивать ваши доходы. Все-таки он может зарабатывать, он может быть очень активным и подвижным в жизни, это же правда. И я вам так скажу, что не надо на него, ну, прям уж совсем пенять в этом плане. Многим кажется, что он может профукивать деньги. Ну, то есть зарабатывать много, но при этом много транжирить. И если у вас это есть, ну, просто уберите это из своих привычек, и все. Вообще, рыцарь жезлов настоящий энтузиаст, и он очень любит в жизни самоутверждаться, у него много амбиций. Поэтому я вам так скажу, что заработать и хорошо зарабатывать в будущем вы сможете. Вот, но благодаря своим активным действиям, никак иначе. Хорошо. Сможете ли вы расти в работе? Расти в работе, десятка кубков, конечно. Но карта как показывает, что вы можете обрести коллектив очень прочный, как ваша семья или семейный бизнес. То есть дело не в том, чтобы вырасти в карьере здесь. Тем более, что вы человек больше вот к этим всем профессиям искусства, да, и куда там особо расти, а вот скорее добиться всего в этом мире, да, в этом мире искусства. И десятка кубков показывает, что у вас соберется целая команда для этого. По крайней мере, есть для этого потенциал. И вы обретете счастье. Счастье и в том числе семейное счастье, вторую половинку, которая будет вас во всем поддерживать. Это дорогого стоит, я считаю. Скоро ли вы будете работать на любимой вами работе? Солнце. Ну, такое чувство, что буквально на днях
или вы уже работаете на любимой работе. Карта показывает события на пороге, и карта показывает скорость решения. Поэтому я вам так могу сказать, что скоро в жизни наступит явный расцвет и популярность, потому что это карта популярности. А вы, скорее всего, по призванию человек, который может стремиться к популярности именно. Популярность вас ждет, и вы скоро будете работать именно на любимой работе или в любимом деле. Совет, как вам действовать сейчас в жизни? Карта смерть. Нужно обрубить. Вот взять и отказаться от чего-то раз и навсегда. Поставить точку, потому что что-то вас явно притормаживает. Что-то делает вас несчастным человеком в работе. Вы имеете призвание, вы имеете определенные навыки, у вас есть, оказывается, любовь к какому-то труду определенному, который мы перечислили, и вы в этом во всем можете всего добиться. Вам только нужно поставить точку в нелюбимом деле, естественно. Что вы любите, делайте это, начните сегодня. А потом, когда вы чуть-чуть начнете зарабатывать, откажитесь раз и навсегда от того, что вы не любите. Вот весь совет по картам Таро. Очень все просто. А мы перейдем к позиции номер 3. Здесь по второй позиции человечек-то у нас был талантливый, да? Третья позиция. Наш цветочек красивенький. Итак, какая работа вам подходит? Суд. Работа в суде. Сразу говорю, что юриспруденция. Очень подходит юриспруденция именно. Я так понимаю, что эта карта, она показывает все-таки такие профессии, как медицинский работник, целитель, учитель, социальная, да, профессия, там врач хороший, хирург там, например, потом реаниматолог, очень хорошо, очень прям реаниматолог прям все время просится. Суд показывает очень такие всякие профессии, очень социально значимые и важные. Адвокат, любая юриспруденция, да, полицейский, пожарный, МЧС, вот такие вот очень, с одной стороны, тяжелые работы, а с другой стороны, важные для общества. Еще карта может означать человека, который является волонтером, там, например, при монастырях работники. Вот. И еще может означать человека, допустим, который связан там, с социумом в плане там, повар, например, повар, владелец ресторана, владелец магазина социальной значимости, допустим, продуктовый магазин, ресторан, кафе, там, кофейня, всякие кафешопы. Почему? Потому что это все помогает людям жить, помогает людям есть, вот, то есть выполнять все свои обычные жизненные функции. Это ваше, вот то, что вам бы принесло в жизни удовольствие. То есть вы хотите быть очень полезным человеком. Не ерунду какую-то делать, не фантики крутить, да, а именно быть полезным человеком, очень полезным. Быть для многих как ангел-хранитель, да. Хорошо, кто вы по призванию? Шестерка мечей. Ну, у вас есть призвание еще и к вождению любого транспорта. Ну, то есть кто-то, кто смотрит третью позицию, будет водителем автомобиля, а кто-то, кто смотрит третью позицию, будет водителем поезда или там, допустим, летчиком, да, пилотом или еще как-то. То есть может быть такое, что тяга к какому-то транспорту, к кораблю, моряк там и так далее. То есть это сразу же просится по этой карте шестерка мечей. Конечно же, вы это же понимаете, да? Ну, также шестерка мечей таит в себе, ну, например, менеджер, агент, защитник. То есть когда человек, опять же, видите, у вас это переплетается, да, связан с тем, чтобы защищать других людей. Или оказывать им какую-то поддержку. Вот. Поэтому здесь у вас карты, конечно, связаны. То, что приносит удовольствие, и то, что у вас по призванию. Какую пользу вы можете принести обществу?
влюбленные. Ну, во-первых, вы можете для общества стать человеком, который объединяет людей, который делает для людей очень много хорошего. Это старший аркан, идет кардинальное влияние на общество и показывает пример любви к обществу. То есть, когда ты идешь по пути своего сердца, важный человек на своем месте, да? Вы можете быть очень сильной личностью, которая другим людям действительно реально помогает. И поэтому, когда мы видим влюбленных, это мой путь сердца. И вы показываете, что человек может идти по пути призвания, не напрягаясь даже в тяжелой работе помощи другим. Смотрим дальше. Сможете ли вы хорошо зарабатывать в жизни? Императрица. Если сядете на свое место, ну или пойдете работать на свое место, которое приносит удовольствие, будете очень много зарабатывать. Очень-очень много. Императрица имеет трон, замок, подданных, руководящее звено, я там скажу. Поэтому, если, допустим, идете работать в полицию, станете потом, там, не знаю, как это, генерал или кто-то, я в этом не понимаю, или начальник полиции. То есть дослужитесь до самого верха, вот так могу сказать. Вот как раз следующий вопрос. Сможете ли вы расти в работе? Потому что императрица явно показывает очень хорошее благосостояние, богатство, процветание. Сможете ли вы расти в работе? Паж мечей. Паж мечей имеет очень много амбиций, но ему придется учиться. Вы сможете расти в работе, но только при условии определенного образования. Получить образование придется. Вот если вы будете в рядовых и не будете иметь амбиций, чтобы продвигаться по карьерной лестнице, а просто помогать людям, доход у вас будет, в принципе, достойный, но не будет гигантского дохода, допустим, и не будет руководящего звена, пока вы не получите определенного рода образования. Это карты сразу здесь сказали. И вам с этим придется сейчас смириться. Но я думаю, что человек вы сильный и хотите быть по призванию кем-то, да, великим, поэтому вы и пойдете получать образование, если вдруг вы его не получили. Если вы его получили, вам нужно будет что-то там по повышению квалификации пройти или сдать аттестационные экзамены какие-нибудь, проверки. Скоро ли вы будете работать на любимой работе? Король мечей. Вы знаете, да, эта карта отражает вашу суть. Она показывает, что вы можете по призванию работать в скором времени, но вам придется обратиться к какому-то человеку, высокопоставленному человеку, и попроситься на эту работу. Просите этого человека, и он вас возьмет или устроит. Поэтому ничего не бойтесь, вы скоро будете работать. Король мечей, конечно, может чуть-чуть оттягивать моменты, но все-таки, если вы походите, попросите, у вас все получится. И совет, как действовать сейчас. Отшельник. Вам нужно поднимать уровень духовного развития. Вам нужно все одному или одной продумать. Вам не нужно говорить никому о своих планах. И вам нужно собираться в путь и идти. Как он идет с посохом вперед ночью, несмотря ни на что, с фонарем, освещающим ему путь, также и вам нужно собираться и идти. Делать и стараться пробивать себе дорогу. Если вы не будете действовать, ничего не получится. Поэтому вам нужно стать пилигримом, человеком, который едет, работает или идет, работает, что-то делает, предпринимает, пытается устроиться, пытается пробиться в жизни. Ну вот такая позиция номер 3. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал и лайф. Всем пока и до новых встреч.